Ну что ж, всем привет. Всем привет. Настал тот день. Реально он настал. Silksong куплен. Реально куплен. Sing a happy song, sing a happy song. Why don't you sing along, sing a happy song. Get on up and dance, sing a happy song. Come on, clap your hands, sing a happy song. Music's good for your soul. It can bring a real good feeling. Good for young and old. Ладно, короче, погнали. Ну и Silksong. Окей. Ну что ж, вот и он, собственно говоря. Наверное, стоит подрубить контроллер для данной игры. Ага. Понял. Так. Настройки игры. Все уже как будто бы настроено. Погоди, управление. Ага. Окей. Так, ну, пока поиграю на клавиатуре. Окей. Думаю, нормально будет. Я камеру не настроил. Лол.
Зря тонит твою красоту, кое столь хрупкая и нежна, твой покой из веры и труда сплетенный, но про сердце твое в оковах сна и рабства забывают. Когда же пробудишься, познают они истину твою, и звериный дух твой откроется. Ай, не успел. Ну ладно. А как они ее поймали вообще? Она же типа сильная. Какие-то слабенькие жучки поймали ее. Угу. Акт 1. Фарлоу. Окей. Фарлоу. Так. Брен! О, отхил. Так, ну, сразу идем назад. О, секрет. Найс. Ой, еще что. Вау. Первая смерть. Ну ладно. Окей, все вернули. Да блин. Обалдеть. Засунули бы здоровенного чувака в комнату. Так. Ясно. Так. Но я его убью. Он урон получает, значит умереть может. Все, убит. Осколок зверя. Изи. Изи. Так, ладно, что там? Кусок затвердевшего материала, который можно найти в панцирях крупных зверей. Его можно разобрать на осколки панциря, используемые для изготовления разных вещей. Новый фолловер Хасантот 4012. Окей, thank you.
And goodbye. Так, которого можно найти в панцирях крупных зверей. Его можно разобрать на осколки. Ага, окей. Ладно, пока пускай будет. Как будто бы не особо это. Так, давайте-ка я звук увеличу. Ага. Блин, как же громко. Пушистый. Да. Привет, Плюмбом. А что такое? Ну, блин, вышла. Она вышла. Тут и бахнуть можно. Ха-ха. О. И у меня стимовская версия. Я ее купил. Я вот прям настолько заморочился, что купил. Чтобы вы понимали. Ну по-любому ведь, да? Да. Опыт, опыт, опыт. Да, да. Знаю ведь, понимаю ведь. О, поздравляю с повышением уровня. На нахер. Так, отлично. Так, подождите, тут а тут внизу чисто это, да? Хорошо. Слушайте, атмосферненько тут. О, в каком году я проходила с Hollow Knight это? Давненько. А, блин. Жучки проклятые. Ага, болотная ягода. Сочная ягода, растущая в серых местах. В сырых местах. Их семена смертельный яд для большинства существ. Вот так. Игла. Шелк. Универсальная нить, естественным образом создаваемая внутри панциря. Накопив достаточно шелка, можно исцелять раны, применять умения. Атакуйте врагов, чтобы... Ага. Прикольно. Чё, кто-нибудь из вас играл эту игру уже? Плюмбом играл? Не? Это я утром, когда выпью кофе. Да. Кофейный понос.
Собрал какие-то осколки. Ну что ж, наращиваем капитал потихоньку. Какой-никакой капитал есть. Капитал шоу. Hollow Knight. О. Ха. Прикольно. Так, а тут что у нас происходит? Какая-то закрытая дверь. Блин, ягоду не достать. Понимаю. Ща, подожди-ка. Да, жук на месте. Взял. Четко. Умом и сообразительностью, понимаете? Это опыт, товарищи. Так. А тут что есть? Ага, а тут что-то есть, между прочим. О, ну эта игра, конечно, прям, да. Я просто тупо опытом ее, ну, одолею в натуре, я вам говорю. Ну, в том плане, что секреты щелкаются один за другим, просто. Изи. Вот звук очень странный, то что-то есть. Но это, скорее всего, потом. Или типа того. Как же она прикольно. Вот. Курки делают в воздухе. Несварение кофейных зерен. Блин, кофейные зерна бы купить. Привет, Виктор. Здорово. Окей. Босс. Матерь мхов. Задержка чата пропала. Прикольно.
это был первый легчайший босс. Это был легчайший босс. Вот так вот. Пока что все просто. Ауа. Здорово, Гудзон. Так и скачал. Привет. Так и купил, ебать. Это Steam версия. Это реально. У меня Hollow Knight куплен и Silksong куплен. Покчем. И сколько? 400 бат. А 400 бат это... Ну, дороже, чем в России точно. Эй, вставай, а ну-ка поднимайся. Здорово. Не хватало еще, чтобы ты у меня на полу окочурилась. Финдере, привет. Чё? Очнулась наконец-таки. Тебе следует беречь силы, странница. Не стоит тратить их на старую развалину вроде меня. Теперь это я понимаю, сударыня. Ваши земли встретили меня... Сколько Hollow Knight стоит? Но он у меня стоит уже примерно давненько. С 22-го года. 400 бат это сколько вообще? Ха-ха. Понял. Ну, вот данный Silksong, он 400 бат у меня стоил. Да, 400 бат это... Я не знаю, честно скажу. В рублях. Могу спросить. 400 бат в рублях. Учеба уже заколебала. Учеба уже заколебала. Так только 5-й день, господи. Ты о чем? Ха-ха. Учись, студент. Работа Учись, уже учись. заколебала. Да. Ну... Лучше бы я учился. Ну, слушайте, 400 бат по нынешнему курсу 1000 рублей. 1000 рублей. Она стоила мне 1000 рублей. Да. Копейки. Нормально. Ну, в целом, да. Но как бы, учитывая то, как долго ее делали и как много народу ее ждал, и Я в 9 прочее. перешел. Я боюсь, что не сдам ОГЭ. 9 класс перешел и думаешь, не сдашь ЕГЭ? Не ОГЭ, а ЕГЭ. Все. Считай уже будущий, так сказать, папич. Но не как популярный стример, а просто будешь аскетом. Да я шучу. Ну, нормально все будет, господи, что-то не переживаем. Просто учись и как бы не... Почему ЕГЭ? Разве ОГЭ? А, подожди. После 9 класса ОГЭ? Я не знаю. Короче, в то время, когда я учился, ЕГЭ только внедряли. Это было для ОГЭ меня же в новинка. 9. Ну я не знал. Ну, то есть, реально, в то время, когда я учился, ЕГЭ только было внедрено. В Только. колледж же можно идти, провалив ОГЭ. Вроде. Да просто не вали ОГЭ и нормально. Ну, что-то. Так. Это Семборское кошко не положняк для меня. Ну, учись. Что-то. Все просто, на самом деле. В мое время. Так ты, значит, из пилигримов выбралась из тьмы, чтобы зайти на великом пути и преклониться перед его золотой вершиной? Да, Фенестра. Я не пилигримка, я Хорнет, и прибыла в Самый ваши сок земли студентом после 9 класса. не по своей воле.
Меня пленили странные жуки в вуалях и затащили сюда силой. Ладно, я сейчас до дома дойду и зайду на стрим. Окей. Лал? Так. Ого, как любопытно. Это жуки из цитадели? Что возвышаются над всем нашим царством. Вуали они носят в знак своей веры. Или же, как невольники чего-то еще могущественнее. Автобус уже приехал. Давай. Миофене? Значит, я должна найти эту цитадель. Раз уж эти жуки в вуалях пошли на все ради того, чтобы притащить меня сюда, я хочу выяснить, для чего им это. Какая ты у нас свирепая и грозная. В тебе нет пилигримского духа. У тебя нрав охотницы. Что ж, добро пожаловать в Фарлум, бесстрашная странница, на наши священные и в то же время проклятые земли. Прислужница Капеллы. Прежде чем отправишься в путь, позволь старой жучихе дать тебе небольшой совет. Всегда держи свое оружие наготове. Наше королевство охвачено проклятием. Тропы его становятся все более дикими и опасными. Некоторые все еще пытаются подняться в цитадель на самом верху, но никто из них так и не вернулся и не поведал о том, что видел его. Новая цель — Великая Цитадель. Пройдите по землям Фарлума, поднявшись к стоящей на вершине королевства Цитадели. Ага, окей. Как же она громко орет. Так, куда-то наверх может подняться. Окей. О, как ярко. Да, красота. Эхом отдается еще. Костяная низина. Жучки тусуются тут. Ты тоже из пилигримов? Собираешься вступить на великий путь к священной цитадели наверху? Нет, сударь, я не пилигримка. Хотя путь нам с вами, видимо, предстоит пройти прохожий. Не пилигримка, но, пожалуй, это не так уж и важно. Все мы должны идти по сим дорогам. Выше и выше, хоть большинство и падет бездыханным задолго до того, как увидит большие ворота. Тот, кто благоразумен, остановится здесь и немного отдохнет, прежде чем вступить в этот полный опасности мир. Можешь отдыхать тут сколько захочешь, пока не готова покинуть это место. Хорошая компания всегда в радости. Окей. Ладно. Прикольно. Похоже на вокзал, или типа того. О, вы тоже решили тут укрыться, барышня? Мир снаружи так страшен. Если будете вести себя тихо, я не против вашей компании. Напуганная пилигримка. Любопытное место для отдыха вы выбрали, сударыня. Это яма с колоколами и сооружением возле нее. Похоже, раньше тут была перевалочная станция для путешественников, но ее давно забросили. Проходить новые игры более предпочтительнее вам? Ну, сейчас интересные новинки появились, поэтому играю их. Все так. В лагере рассказывают, что эти колокола, кои выкованы нашими далекими предками, пронизывают все земли, аки огромные вены. А некоторые вовсе говорят, что когда-то жуки путешествовали по ним, да еще и в золоченых повозках. Но такое чудное перемещение для нас, пилигримов, точно грех. Мы должны идти, карабкаться и ползти, используя лишь свои жалкие лапы да когти. Только так мы можем доказать свою преданность. Здесь не слышно криков пилигримов сверху, только слабый звон их колоколов. Я останусь тут и поразмышляю еще немного, прежде чем начать свое паломничество. Ха. Ну ясно. Так, а тут что?
Окей. Тогда пошли. О, странница, ты направляешься в цитадель, верно? Может, остановишься поторговать со старой пилигримкой, ну а потом продолжишь свой путь? Я бы взглянул на ваши товары, сударыня, но, боюсь, не могу предложить вам ничего ценного взамен. О, не волнуйся. Коли у тебя нет подходящих для продажи вещей, можем просто чем-нибудь обменяться. Всей благочестивой земле мы используем для торговли валюту веры. Бусины. Искусно вырезаны кругляши из молитвенных четок. Коль у тебя найдется хотя бы парочка, я смогу предложить тебе взамен что-нибудь равноценное. Моя борьба. Привет, енот. Не Overwatch, я ухожу. Так. Магнетитовая брошь. Дивный камень, правда говорят, он помогает находить по пути бусины. Если ты взаправду так, ты ведь потом со мной поделишься. Ну игра же не сессионка. Кажется, это всего-навсего ключ, но кто знает, какие двери он может отпереть. Полагаю, он тоже из цитадели, значит, должен открывать путь к чему-то священному. Обломок маски. Лишь часть чего-то большего, но весьма тонко сработанная. Возьми с собой страницы на удачу. О-о-о. Капец, важные вещи какие-то. Четки. Если у тебя в карманах полно бусин, я могу нанизать их на прочную нить, дабы они были в безопасности и не потерялись. Может показаться, что дело это не хитрое, но потребно определенное мастерство, дабы надежно их скрепить. Ага. Что вы сооружаете тут, сударь? Какую-то доску? Именно так. Вы, я смотрю, сообразительная. Это стена желаний. Этому старому лагерю давно пора обзавестись ею. Как местный мастер на все лапы я решил взять это дело на себя. Фарлами стены желаний в почете, да и польза от них немалая. Столько просьб остаются неисполненными, а так от них хотя бы будет где рассказать. Когда я закончу стену желаний, народ сможет обращаться за помощью ко всем жукам, что окажется поблизости. Даже вы могли бы попробовать исполнить пару желаний, барышня. Доска с квестами. Понял. Pina sans mi manicette, d'un affant sur le banc. Paris de la Бенду баунс, бенду баунс, бенду баунс. Pina sans mi manicette, d'un affant sur le banc. Paris de la cimanette, doni point à volinette. Pina sans mi manicette, d'un affant sur le banc. Paris de la cimanette. Doni point à volinette, Pina sans mi manicette, d'un affant sur le banc. Paris de la cimanette, Doni point à volinette, Pina sans mi manicette, d'un affant sur le banc. Paris de la cimanette, Doni point à volinette, Pina sans mi manicette, d'un affant sur le banc. Paris de la cimanette, Doni point à volinette, Pina sans mi manicette, d'un affant sur le banc. Paris de la cimanette, Doni point à volinette, Pina sans mi manicette, d'un affant sur le banc. Paris de la cimanette, Doni point à volinette, Pina sans mi manicette, d'un affant sur le banc. Paris de la cimanette, Doni point à volinette, Pina sans mi manicette, d'un affant sur le banc. Paris de la cimanette, Doni point à volinette, Pina sans mi manicette, d'un affant sur le banc. Paris de la cimanette,
Хэппи подчеркивание Энот подписался на 1 месяц. Он с нами уже 1 месяц. О, спасибо за платную подписку, ничего себе. Динуденс. Блин, прям как тот персонаж, который был в Hollow Knight, шахтерша. Услышьте мою молитву, услышьте мою песнь, мой путь всех впереди. Весь впереди. Одно препятствие здесь. О, врата костяные, мне не пройти сквозь вас. Так проститесь, пожалуйста, и помогите сейчас. Ой. Почему ты поешь тут, малютка? Эти костяные врата не лучший слушатель. Ну как же мне не петь? Я Шерма, пилигрим, как и вы. Я слышу зов великой цитадели, как и всякая благочестивая душа. Но взгляните сюда, начав свои священные странствия, мы непрестанно подвергаемся испытаниям. Шаверма. Вот. Да, или шельма. Вот и сейчас эти громадные врата переградили нам путь. Лишь священная молитва и песня могут открыть нам путь. В этом царстве даже могучая кость может сдвинуться с места, услышав музыку. Подпевайте, подпевайте. Алая ведьма. Алая дева. Блять. Вы и я, и мои счастливый колокольчик будем петь вместе. Доколе эти великие врата не распахнутся. Дева, блядь. Прочные ворота, согнуться или bounce. сломаться совсем не прошу вас я. Немного лишь приоткройтесь для моей высокой подруги и для меня. Окей. Я так подозреваю, тем, кто откроет эти ворота, буду я, да? Нихуя. Паучишка. Маленький паукан. Открой ворота шельмы Кэпу. Бодро, бодро. Маленькая. Я тут, братик. Пилигримка. Нет, ты должен говорить брат. Старший брат. Это ты, братик. О. Черт. Там в автобусе бабушка на девушку наезжала, но она пьяна была. Ну а чё? Правильно, что наезжала. Я стоял, успокаивал бабушку. Ох ты, сука! Может, Хэллоуин попробовать сыграть. Ну, идея неплохая.
Кому как. Дайте-ка угадаю, она сейчас скажет типа: о, Сейчас я видишь, приду. дверь открылась, как я запел. Быстренько. Эй, алая дева, вы видели это? Великие врата услышали мою песню и в своей безмерной древней доброте открыли нам путь вперед. Врата, врата, лучшие, что я встречал. Врата, врата, чудесный мир не знал. Окей. Оу, бусы. Так. Давайте купим предмет какой-нибудь. О, страница. Может, становишься поторговать со старой пилигримкой? Ну, блин, надо накопить на магнетитовую брошь. А я точно тут все осмотрел? Вот что это за пропасть? А. Блин, карты нет, да? Где-то явно есть секрет. Вот я прям чувствую, что есть где-то секрет. Ну где? Так. Не знаю даже. По-моему, стена какая-то была где-то. Симсбуд. Так, не тут. Там я был. Если писать в чат, то это регает на +1 зрителей. Если по дефолту смотреть без чата, то не засчитывает. Странно. Да.
Наверное, защита какая-то. Ну да, от накрутки, скорее всего. Таким образом, наверное, чат накрутку убирает. Поэтому, да, активно общайтесь. Тогда как работа получается, надо еще писать в чат знак равно. Вот что-то есть. Так, попробуем сверху прыгнуть. Ну хорошо. Ладно, я попробую пообщаться в чате. О, Привет, ребята. ветхий чё? Вот что-то нашел. Окей. Да, не зря возвращался. А что это такое? Потертая нить, на которой Дэнс болтается несколько бусин. Если порвать ее, бусины можно будет Как использовать у вас для другой. прошел день? Гудзон, если что, это Виктор. Тот, который челленджи все время кидает. Решил таки стать нормальным зрителем. Решил таки стать нормальным зрителем, да. А то я смотрю, на вы пишет. Да, да, да. Будь проще, Витя. Да, работяги все. Так я всем пишу. Зарплата у нас одинаковая. Витя, зарплата одинаковая, так что давай, будем на ты. Ты прекрасно владеешь своим клинком, охотница, и без сомнения много умеешь, поэтому не сочти за грубость, коли говорю, что вид у тебя довольно хлипкий. Я долгое время пробыла в плену, скованная незнакомыми мне печатями. Моя сила уменьшилась, но она восстановится. К тому времени, как доберусь до цитадели, я уже буду готов встретить то, что меня там ждет. Окей. Хорошо пообщались. Да. Ну, в целом, как у вас неделька-то прошла, ребята? Как она? Работа не душила, не нагружала, все хорошо. Меня потихоньку нагружала и душила. Но это нормально. Бусины появились. Так. И вот, магнетитовая брошь. Yes. Получен инструмент. Инструмент для использования можно выбирать в меню знаков во время отдыха на скамейке. Экипировка. Получите свой первый инструмент. Хорошая игра. Добавить инструменты. Окей. Ну да, прикольно. Ага. Атмосферка.
Как всегда, на высоте. Видно, в любой их делали. Это еще только начало. Сейчас мы доберемся до какого-то странного места, наверное, еще. О! О, броши теперь притягивается. Класс. Ставить бусины. Ну да. А, просто скамейка. А перевод прямо в стиме был. Ну да. Прикольно. Пилигрим, ты осчастливен, а ты осчастливлен правом ступить на священные основания Фарлума. Преклонись перед оболочками тех, кто отдал свои жизни, дабы удержать тяжесть нашего королевства. Костяк. Огненная лока. Кстати, вот эта огненная лока должна была появиться еще в Hollow Knight. В оригинальной игре. Приколяйте. Решили добавить сюда. Окошко чата не работает. Да, не заметил. Ой. Теперь работает. Так, надо пойти вниз. Надо осмотреться тут. Окей. Хе-хе-хе. Найс. О. Осколочная подвеска. Улетела. Эй.
Да блин, че я так упал-то? Ничего себе. Ха! Прикольно. А, мать твою! О, стена! Бусинки. Маленькие бусинки. Маленькие бусинки. Вау. Ветхие четкие. Прикольно. Так, я же сюда пришел отсюда, правильно? Да. А что наверху находится? О. Тирин-тирин-тин-тин-тин. Упали. Ха. Ух ты, нихера. Пашонка! Острый клинок, острые чувства. В моей родной земле так приветствуют друга воины, ибо хоть ты еще и дитя, недавно вылупившийся на свет, ты также и воин. Твоя поза, оружие и движение все говорит об этом. Все, вы верно оценили мои навыки, но детство мое давно миновало. Что здесь произошло? Я вижу повсюду следы битвы. Эти странно бредущие пилигримы в лагере внизу, они более вполне спокойны, но здесь, наверху, похоже, потеряли рассудок. Они кричат в темноту и нападают на своих попутчиков. Я, конечно, держи оружие наготове, не теряя направления. Путь впереди извилист, заблудиться на нем равносильно смерти. Я навигатор моего племени, я занимаюсь составлением карты здешних земель. Могу продать их тебе и заодно припасы, коли понадобится. О. В этих землях имена дают свободу, не так ли? Я шакра, носящая кольца. Если наши охотничьи маршруты пересекутся вновь, быть может, я смогу предложить тебе новые карты. Но до тех пор прощай. О, дитя, несящее иглу. Подожди. Позволяет собирать больше осколков в панцире. Окей. Так, давай-ка карту купим. Кого вы зовете Шакра? Эхо вашего голоса слышно во всех пещерах. Я забралась вглубь Фарлма в поисках своей наставницы, величайшей шучихи нашего племени. Я не смогла за ней угнаться, и ее следы уже пропали. Она, должно быть, уже пошла далеко вперед. Но если я не буду останавливаться, сохраню бдительность, то рано или поздно напременно ее встречу. Компас.
Так, компас как будто или перо надо купить. Ну давай компас куплю. Кика! Блин, на скамейку должен сесть. Так, я тут был? Обалдеть, куда я упал. Ё-моё. Ясно. Так, значит... Ну я в принципе понял, куда идти. Оно двигается. Интересно, оно упадет? Разбилось. Блин. Твою мать. Вы видите, игру Hollow Knight попытка общения не удалась. Ну, игра прикольная. О, челики. Кавак Каца. Ага, сюда идет уроженка всех огненных низин. Не бойся, подруга, мы блохи. Всего лишь скромные путешественники. Так. Ох, нихера себе. Как брызнуло. Так. Ваше здоровье. Так. Рада встрече, сударь. Но я, как вы, Пытался изобразить стиль сообщений из игры Fallout 2, не получилось. А ты вот так вот пиши. Текст. Текст. Не показалось? Текст. Нет. Да не так.
Ми. Вот, ми. Ми, и там какой-нибудь дальше текст. Ми. Да не копируй полностью, только лишь хэштег и ми, и дальше там что-нибудь. Ну, например, как это выглядит, сейчас покажу. Взял бокал и выпил. Ну, типа. Рада встрече, сударь, но я, как и вы, не из этих мест, просто путешествую по ним. Ого, родственная душа. Я слышал, что встретить на незнакомом пути другого странника к добру. Что ж, раз наши дороги пересеклись, позвольте представиться. Я блошиный предводитель Мушка, начальник всего каравана. Наше путешествие едва только началось, но мы будем рады, если вы побудете с нами, незнакомцы. Когда путь впереди темен и извилист, добрым мужикам лучше держаться вместе. Додишно, я говорю, добро пожаловать в наш караван, незнакомка. Вы очень забавная и очень необычная блоха. Ни шерстинки, ни крылья отпали. Хар-хар-хар, конечно же, это была шутка. Мы блохи известные шутники. Мои товарищи очень переживают за других блох, а я вот нет. Они сами нас найдут, ну а коли нет, нас все равно никто не пересчитывает. Это жестко. Додишно, незнакомка. У вас слегка изможденный вид, вам не здоровится, верно? Можете отдохнуть тут с нами, если пожелаете. Здесь уютно и темно, а тепло из-под земли дарует здоровье. Но на всякий случай слишком надолго не задерживайтесь, вы ведь все-таки не блоха. Местные звери весьма жутковатые, да? Те еще страшилища. Но если не лезть к ним, они не тронут. Ты уважаешь зверя? Зверь уважает тебя. Я подозреваю, в этой игре много текста. Да, есть такое. Не влияете ли вы моей печали, незнакомка? Час пробил, и нам, блохам, пришло время собраться вместе, дабы отправиться в путь, как это делали наши предки. Множество блох со всего королевства должно было примкнуть к нашему каравану, однако времена нынче стали опасными, вы ведь тоже это ощутили. Наши бедные сородичи где-то прячутся. Не могли бы вы нам помочь отыскать этих бедных потерявшихся блошек? Мы не решимся двинуться дальше, пока их хотя бы некоторые из этих бедняжек не отыщут сюда путь. Потерявшиеся блохи. Обещать исполнить желание. О, давай. Вау. А так вы хорошо тренируетесь. Время с пользой проводите. Развитие дикции тоже прокачиваемый навык. Ну, типа того. А, верно ли я вас понял, незнакомка? Вы поможете одиноким блошкам добраться до нашего каравана, правда? У меня есть свои причины странствовать по этим землям, сударь. Однако, если по пути мне встретятся ваши блохи, я помогу им в меру моих сил. О, больше просить я не мог. Они, должно быть, попрятались или застряли в опасных местах. Но если вы придадите им уверенности, они обязательно найдут путь сюда. Да благословит это царство наше странствие и убережет вас, незнакомка. Если ваш путь вновь приведет вас к нам, вы всегда сможете обрести здесь приют. Может, мне тоже параллельно читать вслух, наверное. Так, оба потренируемся. Время с пользой проведем. Дерзай. Вот собака. Вот это прикол. Чуть не помер. А, я тут был. Так, ясно. Тогда давайте пошли дальше. А, ну все, тогда наверх идем.
Закрыто. Ну вот, текст финита. Нет, вас ничего не надо. Пока что. О. Ха. Хоть аборигены получили каст на озвучку, тоже красиво. Так. Короче, тут надо что-то сделать. Видимо, навык какого-то не хватает, чтобы развязать эти паутины. Мокрый. Ах ты тварь. Озвучил как сноб, кринжу от себя. А ёпта. Да ничего себе. Ну, бусинки от них падают, это прикольно. Окей. Ага. Найс. Секрет. Пиздец, чуть не сдох. О, фарландская качиха, благодати своей ты ограждала, нити своей ты врачевала, за твою вечную милость мы возносим нашу песнь. What the fuck? Блин, здесь... Шутка была с бусинами. Если прокачивать перса с интеллектом ниже 4 типа пытались скамить ушлые. Прикольно.
Дочь далекой земли, мы, оставшиеся, так долго ждали. Свяжи же нашу силу со своей, верни будущее нашему измученному королевству. Ничего себе. Шелковое копье. 5. Откройте свое первое умение с шелком. Пон. Ветхий, четкий. Кто здесь? Незваная гостья. Просто ужас. Как можно отвлекать смиренного друида от работы? Прости, я не собирался торгаться сюда, друид. Просто услышала звук твоего смеха и решил узнать, что происходит. Это поселение возведено вокруг древнего сооружения ткачей. Тебе известно что-нибудь о них? Обитают ли они еще в этих землях? Ай, какое еще поселение? Какие еще ткачи? Ты бредишь. Ты уже здесь, прямо здесь. Так зачем ты сюда... Тебя сюда направило... Ты услышал мое желание? Ты их исполняешь? Ты исполняешь желание? Желание, да, мое желание. Легче потерять, чем пульсы Соника. По идее, но механику старой игры с потерей колец приплетать уже не очень, наверное, слишком эксклюзивно. А что тут можно терять бусины? Мне нужны плоды этого мира, 3 маленьких сокровища. Они нужны мне, так что вот чего я желаю. Разве королевство прислало тебя, малявка? Не за тем, чтобы исполнить мое желание. Сбор ягод. Ну, давай. Желание обещано. У меня же есть ягоды какие-то ядовитые. Значит, ты дала обещание. Оно связывает крепче любого греха. Принеси мне 3 болотные ягоды. Драгоценные плоды. Исполни мои желания, и тогда работа закипит. Но у меня есть только 2. Нет, а вдруг, если бы так сделали, было бы необычно, никто же не делает платформеры таким образом, как потеря колец Соника. А так интересная механика. Ну, в целом, да, наверное. Так, сейчас первый квест выполним. Сейчас старушке дадим ягоды. Да, Финистра. Как и обещал, друид, я принесла ягоды. Для чего тебе эти обычные плоды? Обычные? Нет, особенные, заветные. Лишь друидам-то ведомо. Ягоды яркие для желания моего сокровенного желания. Отдаем. Это они, драгоценные обещанные плоды. Давай их сюда, вот так теперь наконец-то мы сможем начать. Жестко. Чего? Аромат, что надо, как и у других, но совсем молодой. О, глаз лесов, вот танец королевы. Пусть ритм будет громче, чтобы мы его слышали. Все-таки есть некопируемые механики, наверное, в знак уважения не копируют. Ну или просто потому, что не надо. Ну, не надо. Типа они такие, блин, а зачем нам это? И все-таки есть такая тема, что геймдизайнер или там начальник, там кому, ну кто там еще, они по обыкновению, по идее,
Ну, по-разному, конечно, бывает, но все-таки хотят сделать что-то новое. А копирование чего-либо они считают зашкваром в том плане, что, ну, мол, кто-то подумает, что они сами ничего придумать не могут. Так, эта боль, она сводит с ума. Почему эти ягоды, эти подлые плоды, эти видения? Ты что дала мне обещание? Ты что дала мне обещание, исполнительница желаний? Ты принесла мне то, что мне было надобно, и оставалась рядом. Была моей спутницей в этом испытании. О большем я и просить не мог. Так. И на прощание подарок. Амулет от нас, друидов, или от меня? Да, от других друидов тут, думаю, нет. Пусть он облегчит твои скорби, исполнительные желания. Пусть он плачет за тебя, когда слез уже не останется. Око друида. Так, но что же это? Когда владелец Еще получает урон, амулет плачет каплям механики зеленого у эликсира, который платформеров превращается в шелк. Эксклюзивная... Не могу помнить. Прям эксклюзивные. Чтоб типа это была только у одной игры. Ну, сложный вопрос. Это вспоминать надо. Ну, может быть, Повышение Брейд. уровня для Симбурской Е-кошку с ВЧЛ 10. Может быть, Брейд. В плане того, что там... все-таки была механика перемотки или что-то в этом роде. Да, и Брейд стала прибыльной игрой, жестко прибыльной. Ну, скорее, да. О! Приказ для хора. Распоряжение из цитадели. Некогда блестящая печать на нем со временем поистерлась. Артефакты из далекого прошлого Фарлма, который может заинтересовать собирателей древностей. Любопытно. Хиты уже не примете, держите круто, сразу чувствуется, разработчик игр. Да перестань. Так. Симсгуд. О, черт. Чуть не упал. Конкретно. Ну ты нашел во что играть. Привет, Вован. Здорово. Ну Брейд, старая игра, я вот и не вспомнила ее никак. Так. Бля. Вот это я упал, так упал. На самый низ.
На дно! Да. На дно. Чё, как дела у вас? Как оно? Рассказывай. Давно тебя не видел. Спасибо за снова купленные мемкоины. Я там, ты заметил, специально для тебя понизил Думаете, цены. будут еще эксклюзивные механики в платформерах, А или то уже потом все давно что-то я такой разжевано? посмотрел, что-то стыдно стало даже как. Так, будет потом еще эксклюзивная механика в платформах, или все это давно пережевано. Не, я думаю, что можно что-нибудь придумать. 100% можно что-то придумать. Мне кажется, идей дохуя интересно. Но просто сами проекты с этими идеями не сыскали какого-то там успеха. И от этого они кажутся типа провальными. Но просто на Да, самом весь деле... этот Twitch-движ стыдобища просто нет бы на Рутюбе стримить. Да, согласен. Я на ВК еще стримлю. На ВК русской. Вместо этого супостата твичевской. Ой-ой-ой. А ты сможешь придумать открыть ящик Пандоры, стать первым якутским разработчиком, поменявший законы жанра платформер. У тебя очень хорошо получается по северянину косить. Ты что, севераж, что ли? Лал? Девочка с севера. Ну, кто его знает? Нет, наверное. Ну, или надо просто сидеть, думать. Брейнштормить. И не проебаться с исполнением. Колокольный зверь. Блять. Я умер. Как я далеко. О май гад. Да было, блять, ёбаная. Мне бежать туда. Ладно, У окей. платформеров один закон, должны быть платформы, и как это вообще можно изменить? Ну тут сразу, конечно, что-то интересное не придумаешь. Но если делать анализ, так сказать, ну, вспоминать, что было. То есть, например, был Фес, который платформер превратил Тоже верно. такой момент, когда ты мог крутить 2D вектор в 3D, типа вот так в раз, там. Это было прикольно. И так далее. Короче, ты такой сидишь, думаешь, что там и так далее. А потом, скорее всего, просто происходит... Потом ты просто такой берешь и, например, объединяешь какие-то интересные механики, и потом возникает что-то новое. Зачастую так и появляется что-то интересное и так далее. Просто люди объединяют какие-то идеи успешные. И все. И это прям, А ну, в этой игре что-то новое есть. в этой игре. Ну, это франшиза. Не знаю даже, что новое есть.
в эту игру играют чисто ради сюжета и вообще развития мира Hollow Knight. Типа людям интересно, что тут происходит. Люди тупо ждали эту игру множество лет. Это скорее надо думать на тему, что вообще нового принесла. У игр Valve постоянно новые механики появлялись раньше. Каждая глава преподносила что-то новое. Ну, типа, да. Вот были времена. Ах ты, сучандра. Ну что ж, поговорим теперь о политике. Hollow Knight, да. Ждуны Hollow Knight так и выглядит. Тебе Souls 3 уже как будто набило оскомину, типа все по-старому было. Не понял немного. А. Кайф. Надо у нее все купить. Все купим. Карта. Ура. Dark Souls 3 уже ничего нового не было в механике, но кроме FP ударов. Не. Они все равно что-то новое должны, обязаны добавлять, как бы то ни было. Пускай даже что-то мелочное, но которое как бы по общей картине, если смотреть, что-то меняет вообще конкретно. Ну это реально так работает. Ну то есть, вот, например, Вован не даст собрать, такие происходят. То есть каждая какая-то... Кошков удары — это механика из первых игр From of Kingsfield из 90-х. Ну вот типа да, вот видишь, даже так. Они просто вытащили то, что что-то старое. Как бы то ни было, они стараются удивить своих новых нынешних фанатов тем, что, ну чем-то, в принципе. Что вы ожидаете от GTA 6 только сюжет? Нет, конечно. Выход GTA 6 это всегда, вот, ни много ни мало переворот в технологическом каком-то плане. Выход GTA 6 знаменует что-то охуенное в плане графики, в плане ну короче, новая планка будет какая-то. Очевидно.
Они не просто вытащили старое, и делают по сути одну игру бесконечно. ВВ все, что есть из ВСАУСов, это по сути все, что было когда-то в Кингсфилдах, но с видом от третьего лица. Неожиданно. Здорово. На, блин. Тварь. Успокоил. На свободе. Победите колокольного зверя. Да. Это я утром. What the fuck? А вы стали бы играть в малоизвестные игры? Ну да. Дитя, 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 дитя! Не хорроры тоже? Ну да, много какие всякие разные игры играл. Бывает так, что просто берешь такой, находишь что-то интересное и такой, бля, прикольно. Например, я хотел поиграть в игру под названием Mortal Sin. Вот это вот интересная игрушка, вот ее хочу поиграть еще тоже. Наверное, у любого любителя игрушек есть любимая малоизвестная игра. У меня есть. Это... Но если много текста на английском, тоже бы сыграли. Да ладно, прикольно. Смотрите. Доставляет нас? Вау, прикольно. Зверь, зверь, ужасный зверь. Суету наводим. Суету наводим. Так. Кэско, кэско. О! В последнее время мало переводов малоизвестных игр. Жанр инди умирает. Ты чё? Нет, нихуя подобного. Эра, ёпта, нейросетей. Сейчас в эре нейросетей очень легко делать переводы игр. В Рунете. Да не, я им не сказал. То есть, если игра действительно хорошая, то у нее по-любому найдется свой любитель. И рано или поздно, ну, в нашей стране появится такой, который, блин, такой скажет, блять. Эдсеборская Хочу. Умирает. Сейчас из-за доступа к инфе каждый второй стал мини-разрабом и клепает инди направо и налево. Да, тоже верно, тоже верно. Я в любой момент могу стать инди-разрабом. Да, по сути, я и есть инди-разраб, потому что я нахожусь в инди-компании, и я там делаю баг-фиксы одной игры. Ну, довольно-таки прикольно, кстати. Она потом как-нибудь выйдет. Я же сейчас разработчиком сижу игры на Годоте.
Фарлами желания тех, кто истинно праведен, всегда исполняется. По крайней мере, так говорят. И в том, что у нас отверженных тоже есть желание, нет ничего плохого. Даже я добавил на стену свое скромное желание. Все по-честному. Эту штуку ведь все-таки я построил. Пожалуй, королевство должно исполнить мое желание, прежде чем остальных. Это юсорный мистек я неправильно написал. Умирают переводы. Индель Игр. Не-не-не. Переводы 100% живут. Это сибурское кошку, а? Ну так понятнее. Сейчас переводы появляются очень быстро. Вот как я ранее говорил, если игра хорошая, если игра имеет какую-то фан-базу у нас в стране, и кому-то вот реально не будет не похуй сделать перевод этой игры. И вот реально надо понимать, как это делать. Я вот, к примеру, не понимаю. Но как, если вот, ну, пойму, то, наверное, буду браться за такие моменты. Одеяние пилигрима. Ремонт в костяной низине. Тут много чего надо бы подлатать, да материалов не хватает. Будь у меня достатки осколков панциря, я бы сразу взялся за работу. Я ж не слишком многого хочу. Подарить. Желание исполнено. Прикольно. Вот это да! Вы взяли и пожертвовали целую кучу осколков панциря, которых я просил. Даже не верится. Осколки очень ценны, это правда. Отлично подходит для ремонта и изготовления разных... Думаете, второй заменит ленивых филологов, переводчиков и Индель Игр? Не заменит. По крайней мере, лет так, может быть, 10. Но все-таки и не самостоятельным. Был бы он самостоятельным, или что-то в том роде, то да. Но все-таки без прямого управления пользователя. Ну, ты звук мемов накрутил на максимум. У большинства стримеров там хрен что услышишь, лал. Ну, не полностью, ну так, как инструмент. Все равно челлинг будет. Ну да. И как бы то ни было, в той или иной мере человек должен разбираться в теме, чтобы максимально эффективно пользоваться ИИшкой по той или иной сфере. То есть в нынешнее время, сейчас, те компании, которые, например, занимаются внедрением и повсеместно его использованием таким образом, чтобы просто, ну скажем, потом заменить каких-то реальных людей, они, мне кажется, потом сильно обжигаются. Когда они, будет обзор типа, GPT-5 шутка? GPT-5 шутка? Ну, я еще до GPT-5 не доходил. Ну, DeepSeek заебись. DeepSeek заебись. Но более того, это был поступок исполнен доброты, какую редко встретишь в этом полном измученных жуков месте. Янара. Вы считаете это добротой? Я должна как можно больше разузнать об этой земле и получить от нее предельную выгоду. Исполнение просьб вроде ваши зачастую способствует этому. Вот оно как. Что ж, пусть так, но я все равно очень признателен вам за помощь, барышня. Удачи вам в странствиях, и пусть ваши желания исполнятся. Oh shit.
Как вы считаете, делать продолжение франшизы — это безопасный путь или просто кризис идей? Ща я проверю твой дикпик. Хороший, да? Заебись, да? Я тебя отправлял, да? Но нет, это не кризис идей, не там прочее, это скорее даже практически проклятие, если франшиза имеет успех. Вот как появляется продолжение франшизы? Только лишь от того, что А чё русского нет? есть. Ты начинай с ним общаться и говори ему: общайся со мной на русском. И он такой: ай, здорово, брат, заебал. Ну ты ему говори, как с тобой общаться. Эй, блядь! Сразу попить. В натуре. Да. Блин, Вован, погоди, ты для себя нейросети впервые открываешь? О, тебя ждет такой дивный мир, я тебе скажу. О, ща бахнет. Нет, я пользую как поисковик, на большее он не способен. Единственный плюс в том, что он ищет много сразу. Так вот, теперь смотри. DeepSeek, он думает и ищет тоже. Но ты можешь убрать его поиск и думание. И как бы то ни было, даже со всем этим, когда ты убираешь такие моменты, он все равно как будто бы хорош. В том плане, что... Ну смотри, типа... Если у тебя какая-то такая прям штука, задача определенная, то ты можешь смело убирать, допустим... Не, поначалу ты можешь ему сказать: давай поищем, как исправить эту штуку. И он такой ищет, там прочее, и потом думает и говорит: окей, я нашел такие-то, такие-то штуки, и вот смотри, какие вообще моменты. После можешь вырубать или оставить, неважно. Можешь с ним дальше обсуждать эту штуку, говоря: ну вот смотри, из того, что ты вот привел мне, я думаю, что вот это вот немного не так, вот это вот так, а ты сам как думаешь? То есть ты начинаешь его заставлять развивать тему, и он начинает его более глубоко копать и думать, и такой типа: блять, ну отчасти ты прав, но все-таки один совет из вышеперечисленного вроде бы нормальный и там прочее. То есть ты такой начинаешь с ним общаться и так далее, и он такой типа: заебись. Я, к примеру, прям очень быстро и хорошо научился готовить с этим дипсиком. Да. То есть он перебирает дохуищ всяких разных рецептов и там прочее. Я такой говорю: слушай, блядь, я тебе... Как бы ты использовал второй, сохранил бы язык Якутии. Да его уже полностью, всячески используют для этого. То есть я бы тут... я тут мало что сделаю. То есть этим уже другие занимаются. Короче, он типа рабокореш, с кем можно просто попиздить за жизнь легкую. Тоже можно, да. Но все-таки он реально, типа, может послужить тебе как советником и так далее.
Но с ним реально можно много о чем поболтать. Да, есть такой момент. Попробуй. Робокореш. Он вот что немного подкупает, то что он все-таки реально шестерит интернет по всяким разным моментам и как-то аргументирует свои ответы. И ты можешь даже В чат можно галочку ставить, и он будет с тобой общаться, как реально кореш. Натызгабскими словечками. Ну ты можешь... не, ты скорее всего должен ему сказать конкретно. Эй, бля, заебал. Общайся со мной так. Я казах. Ой, быть. А второй может написать игру. Сомнительно. Только при помощи оператора. Маск выпустил вторую аниме-девушку. Можно менять ей прическу, одежду. Есть стримы, где с ней общаются. Это прикольно. Изношенная накидка. Второй стример АО, и так конкуренция большая между людьми. Кринж. Ну да, я слышал об этом. Что есть и стример. Ее стандартный вид — это мисса из тетради смерти. Эдсебурская кошку перечитай. Привет, Рогвайс. О, кстати, Рогвайс, здорово. А значит, второй стримеров нет. Фу. Ну, в целом есть стримеры. То есть, по идее... Ну, по идее, есть. Просто чел программирует ИИ таким образом, чтобы он отвечал, типа, как он. Так что, типа... Все-таки... Скоро у каждого скуфа по альтушке будет. Это правда. Маск раздаст. Живые люди общаются с ней на стриме. Они с ней кушлят грубо. Она отвечает так же. И на этом построен контент. Прикольно.
Нолан порядочный, не будет Ох, спорить с второй о ней разумом. Наверное. Вот ее вид для примера. Разговаривает на приятном русском языке Линк. Но было бы интересно смотреть, как выигрывают спор. Я бы даже ставки делал, лол. Хм. Хм.
сына завтра день рождения, и поэтому там торт готовится. Я жене показал, она, кажется, не знала, кто такой Альф, и я ей показал фрагмент с Альфом, где он, говорит, сидит такой: тортик, тортик, тортик. Вот это вот. Тортик, тортик, тортик. Постримишь Roblox в честь говорят, дети его любят. Не, мои нет. Знаешь почему? Потому что я им фильтрую все-таки, что они играют, что смотрят. Да, поэтому они у меня... Поэтому они у меня понимают, что хорошо, что плохо. Приятно собирать бусы. Да. Так и представляю, как соберу эти бусы в длинную такую хуйню, засуну в жопу и буду вытаскивать одного, вот так вот, прям шарик за шариком, вот так. Заебись. Ну или просто куплю что-нибудь за эти бусы. Ага. Эй, слышь ты, вызвали нас отсюда, с каких-то пор за мелкую кражу дают пожизненный срок. Блин. Давай, выпусти нас поскорее. Нам надо еще много где побывать, многих жуков повидать, много цасок уворовать. Ах ты хуй. Изношенная накидка. Надо 12 таких убить. Да. Так, видимо, надо ключ. А, простой ключ отсюда, что ли? Если не выпустишь дуб, оружие не получишь. Дротики. Ну ты это... Прекращай так делать. Не спойлери мне тут нихуя. Которая там сверкала. Какой спойлер, у него проход. Ну, спойлер в том, что я получу оружие. Просто в этот момент. Так. Ну не получай. Ну, получу, конечно. Заебись. Сколько бусинок-то я там проебал? Да хуя как будто бы.
Надо карты купить. Блин. А, господи. Как вам, кстати, музыка Red Hot Chili Peppers? Red Hot Chili Peppers. Мне прям очень нравится. Не знаю, вот прям поймал себя на мысли, что я все-таки прям очень люблю их музыку. Эй, блин, эта баба убежала, что ли? Сука, у нее же карты были. Махаум. Nice. Жестко. Блин, когда же я прокачаю свою пушку? Я прям хочу их убивать там с одной тычки или там с двух. Теперь дети хотят смотреть инопланетянина Альфа. Альфа. Тортик, тортик, тортик. Тимьян. Я посчитал. «426 русскоязычных твичеров-стримеров играют прямо сейчас эту игру.
Из них где 400 имеют от 1 до 5 зрителей. Среди них вы, наверное. Нолан просто разрывается между домашними делами и стримом. Тем временем холодильник тихо жужжит на фоне. Брррр.
Надо аккумулировать чил, нет времени на отдых. Бедный моторчик. Надо держать хавчик в холоде, надо работать. Mandoresa. Бррр. Oh boy, yeah. Интересно.
В воздухе, в воде, везде. Внутри их панцирей все исковеркано. Внутренность. Сильнее всего вокруг сердца. Пульсирующий ритм, больны, живые, мертвы. Нет, это гораздо хуже. Глубже. Нам нужно смотреть глубже. Да блять! Хо-хо-хо-хо. Чей мы искали? Да нет, слушаю. Ну хотелось бы глянуть фильм какой-нибудь, может. О, первая блоха. Ну ведь и играть одновременно уже скилл. Ага. Ну, тут, видимо, все просто. Чё, кружки не видно? Кружки. Это стакан. И так ли он важен?
этот стакан. Да нет, нам отсюда. Ну, слюны могут помочь, конечно. Если не всухомятку. А вспомнил, было да. Я просто подумал, реально в горле пересохло, поэтому. Хорошо, что не сразу погибаешь на лаве и на шипах, так лучше, кажется. Ну да. Так. Маска, да? Есть какая-то маска у нее. Купим, чё?
Так. Где же караван этот был-то? Как будто бы тут. Повышение уровня для форменистых человека ЕЛ5. Но с повышением уровня. Так. Чёт на Skyrim похоже. Музыка. Ты чуть не охуел. Чуть не начал глумиться и шутить. А боже, я был близок. Янага ножки. А, посмотрите, бедные бложки уже начали стекаться сюда. Какая прелесть. Мы уже очень многим вам обязаны, и уповаю, очень скоро у нас будет еще больше поводов для благодарности. Да Прошу, это стример продолжайте. умеет. По лезвию ножа хожу. Янага ножки. Заглумить по полной. Да ладно вам. Я же любя. Я же любя. Атака в объявлении лавы тоже была знак равно. Да. И прыжки там были, и меч там был. Все было. Ой, бля. Ну, игра такая, для любителей приключений. Ну да. Но я еще туплю в плане того, что... Прогресса не даю. На реакцию увернись, биомеханика.
Да ладно, блядь. Упс. Тут чуть не забрюжил от замысла, но удержался, знак равно. Мордой на шипы. Но... Больно же. Грёбаный окей. дикпик понаходил всякого. Пришлось 10 раз сценарий править. О, рад, что наводочка к чему-то привела. Рад. Ой, еще один поклонник, второй. Второй это топчик. Еще и наглый така, мне такой говорить, а чё ты сам загагля, вот это предложение. Я тоже второе люблю. Ну ты чё? Ну реально, ну. Чё робота дрочишь? Сам ищи, блин. Нихуя себе, блин. Во-во. Мешок кожаный. Сразу ссылки дает такой. Потапон. Полночь. Clear Sky и полночь. О! Квест обновлен, наконец-то. А мне сюда, да? — 6 градусов, и это уже не лето. Оу. Господи, я тут был. И типа не пошел сюда. Да, это осень. Называется. Ах ты, сука. Да, а куда мне всраться? Куда? Товарищи. Это пока, конечно, все просто, ну, в целом.
Перекатов нет. Дэшев нету пока. От того и сложности. Не умеешь играть, не играй. Так не говори, да, бля. Так не говори. Я могу играть, я умею играть. Ща, подожди, да. Ах ты. Вроде платформеры, конечно, ладно. То есть мне просто стоять ждать надо каждый раз. Ну, я просто инстинктивно уже прыгаю, жду, когда он начнет брить просто. В общем, ладно, сейчас все будет. Щас всё будет. Ну так хорошо, что близко чек. Может, заплатишь за версию игры, в которой ездишь. Проигрывать весело. В которой ездишь. Ебать, этот парень юморист. Сейчас все решим. Да. Алло. Да-да. Ну как там с деньгами? А? Как с деньгами-то там? Да я. Слабенько кончил. Повышение уровня до символикой легкошку случайно в 11. Уже случайно так быстро. Муравей ёбаный, блядь. Охуеть. О, гляньте, маленькие муравьи. Муравьишки. Сюда. Чиназас. Всего-то 10 попыток. Бля, не пизди нахуй, какие 10? Типа 4 может быть. И то первая попытка считать типа такая. 3 было. Ну да, я шучу. И он шутит. Мы друг другу шутим. Боже, ты как-то нежно играешь. Ты новичок? Ты новичок? Ты новичок? Ты новичок? Ну, блядь. Ну, новичок и новичок. Ну, что дальше? В этой игре действительно новичок. Сука. Подажи. А первый играл? Да, конечно.
правда, DLC все не проходил. Мрачную труппу я изгонял, но стальное Первый сердце очень долго проходил вроде. и богоискателя не делал. Нифига себе. Прикольный. Ебать! Вьетнам! Это что? Это что за вьетнамские ловушки нам? Ебать ты хуевший. Господи, как мы с ним долго дрались. Чуть от мухи не отгреб. Это муравей, блин. Ну там летающий муравей был, маленький, правда. Оу. Сука. Нихуя! Блять, кто меня убил? Вау, ебать. Вау, как Не далеко, устал? как далеко. А что, хочешь уложить меня спать? Блин. Ну режим же соблюдали. Ну, по идее, да. Ну, сейчас выходной. Пятница. Да. Ну, мэм. Да, блин.
умственный труд требует постоянного ритма, вот и подумал. Да, какой тут умственный труд. Щетки ожерелье. Товарищи, внимание! За наши пятницы, которые так спаивают коллектив. Ура! Ура! Блять! Ура! Пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью. Ура! Уранки! Воу! Слава богу. Ты сражался очень достойно. О, дитя, носящее иглу. Твой наставник гордился бы тобой. Та, что давным-давно обучала меня, никогда не назвала ее наставницей. Гордилась ли бы она мною теперешней, мне неведомо. Мешко! Ну, Хаката, блядь. Живи ли она или мертва, все равно сохраняй веру. Ничто и содеянным учеником не ускользает от взора наставника. О, наконец-то карта. Карта. Ушка! Я карта. Я карта. Блять, я еблана кусок, сука. Сейчас сдохну. Это был анонс. Ух ты, блядь. Чё ж я не дожал-то? Чё ж я не дожал? Ёбаный ты рот.
Топ, 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 топ. Топ, 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 топ. Топ, 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 топ. Чё эти мелкие голые сопоставимы с танками белыми масками пахнут? Но крепкие твари, блин. Смотри, кусок чувачка унесли муравьи. Кусок трупика. Реально хитин на ужине. Ну, это был пиздец. Вау. Ладно, на сегодня хорош. Все, пизда. Я там дохуя бусин проебал, по-моему. Короче, завтра на трезвую голову поиграем. Так, а давайте как пока... игра? Ну, в целом заебись. Ну, это типичный классический Hollow Knight. Но просто теперь у нас... Типичный. Персонаж более мобильный. Уже изначально. В том плане, что она уже какие-то дайвы делает, там прочее. То есть я уже представляю себе, что она будет делать, когда мы получим дэш и еще что-нибудь. Она прикольная, в принципе. Прикольная. Вполне себе. Есть тут альф вообще? Альф. Пришелец. Альф. О, ни хрена. 101 серия, йоу, блин. VPN. А, да, реально. Подождите, у вас что, стрим нормальный был? Каких-то дропов ничего не было? Я, кажется, VPN забыл. На мана. Любопытно. Чудо в пн. Да. Ну, ладненько. Пойду тогда. Будь здоров. Спасибо. Ну, пойду спать, пожалуй, тогда.
Просто если сейчас я буду вырубать VPN, то стрим в любом случае буду выключаться. Ладно. Короче, завтра полноценный нормальный стрим проведу, может быть вечером. А пока на этом все. Завтра днем у сына день рождения, а вечером, может быть, посидим. Вот так. А утром я с сыном пойду в магазин покупать подарок. То есть он будет выбирать, что хочет себе на день рождения. Теперь у нас такая традиция в семье. С именинником идем в магазин и покупаем подарок. По его желанию. Да. Всем пока и спокойной ночи.